Добрый день, Леонид Иванович. Как ваше здоровье? Как вы себя чувствуете? Ну, намного лучше. Какими были ваши первые дни после заболевания? Ну, откровенно говоря, то, что как бы характерные признаки, это высокая температура, потеря обоняния, у меня этого не было. У меня какие симптомы были? Температуры не было вообще. Вот Угу. 9 числа у меня резко заболело горло. Угу. Просто боли были очень такие существенные. Угу. Изредка был такой сухой кашель. Угу. Ну и как все мы, несколько дней лечился дома, насколько возможно было, а где-то уже числа 12-го я почувствовал, что мне стало просто тяжело дышать. То есть полноценный вдох я уже не мог сделать. Вот, и тут уже, откровенно говоря, напугался, сдал тест, и через 2 дня показалось, что у меня есть коронавирус. Леонид Иванович, это трансформировалось в пневмонию? У некоторых не перерастает в пневмонию, а вот... Нет, были, значит, явления, которые привели к тому, что как только меня привезли в Гудаутский госпиталь, меня сразу в реанимацию определили. Вот, и 2,5 суток я там провел, причем 1,5 суток это просто под кислородом непрерывно. Вот, я полагаю, что вот это вот и помогло мне выйти из ситуации. И на 4-е сутки меня уже перевели в инфекционное отделение. Там я еще несколько дней пробыл, а уже потом то, что называется обсервация. То есть у меня как-то все получилось вовремя, скажем так. Затянул бы еще время, я не знаю, как было бы, наверное, серьезнее. То есть я бы советовал всем, да, не надеяться на свою симптоматику, на вот это то, что было раньше, и постараться, если есть вот какие-то признаки, да, хотя они совершенно разные получаются, да, все-таки обращаться, и чем раньше, тем лучше. Леонид Иванович, сейчас вот весь сентябрь месяц и, в общем-то, октябрь, мы видим, что идет стремительный рост числа заболевших, и у многих страх, что больница не сможет принять тяжелых больных, что могут врачи пропустить болезнь, скажем так, вот бессимптомно переносящих это заболевание. Нам бы хотелось услышать, конечно, взгляды изнутри, потому что с врачами, с медсестрами время от времени мы беседуем. Телевидение это практикует, потому что нам нужно очень, конечно, держать руку на пульсе. Да, мы понимаем, что ситуация все тяжелеет и тяжелеет. И разные распространяют в соцсетях, о чем только не говорят, хотя, в общем-то, наши корреспонденты очень часто снимают как раз-таки на эту тематику. Это основная, в общем-то, самая актуальная и самая тяжелая для нас тема. И нам казалось, что в госпитале работа в целом организована нормально. И, в принципе, правительство пытается делать достаточно много для того, чтобы больным была оказана квалифицированная помощь. И знаем, что то, что делается сегодня, это большая нагрузка на бюджет. Иногда даже думаешь, откуда же все-таки находят средства для того, чтобы и тесты закупить, и препараты дорогие, и так далее, и так далее. Ну, я бы не советовал никому испытать это на самом деле. Особенно вот о фейковых новостях, если речь идет, да, я бы им не советовал попадать в эту ситуацию. Но я могу сказать о своем. Причем я хочу сказать сразу, я был обычным гражданином. Там нет никаких вип-палат и прочего, даже если очень захочешь. Значит, было время, разное количество людей в разных палатах лежало со мной, ну, от 2 до 4. По-разному это было. И я не могу не сказать огромнейшее спасибо всем тем, кто работает в Гудаутском госпитале. Ну, просто, я не знаю, то, что делают эти люди, причем это не я один говорил. Это говорили практически все, кто лежит. Я еще раз повторюсь, я прошел все стадии. Это и вот отделение реанимации, значит, палата инфекционной больницы, и затем обсервация. Вот в хирургическом отделении, вот 3-й этаж этой общей больницы Гудаутской. Я просто преклоняюсь перед медиками, перед врачами, перед медсестрами. Вот в этом одеянии немыслимом
когда видно у многих просто запотевшие стекла, да. Угу. Ну, они проводили и проводят такую работу, ну, просто им надо сказать огромнейшее спасибо. Это невозможно даже понять, Ира. Я вот хочу, чтобы люди, которые фантазируют, да, еще раз говорю, я бы не хотел, чтобы никто из них прошел через это. Но надо сказать спасибо каждой медсестре, каждому врачу, которые там работают. Там, да, наверное, основная масса гудаутская, но и с других районов люди подключены. Вот когда, к сожалению, ушедший Лаврик Беклаби поступил, была ткачевская смена. Вот, и, ну, девочки такие внимательные, все, я ни о ком не могу сказать другого. Понимаете, вот лечение, которое я, например, принимал, оно, видимо, стандартное. Я просто, честно говоря, удивлялся, зная сегодняшнее состояние нашей экономики, да, откуда столько возможностей вот покупать такое колоссальное количество медикаментов. И не могу не сказать еще одну вещь. Это огромнейшее спасибо, я не знаю, повару или поварам, которые готовят там. Ну, это тоже важная составляющая. И я хочу сказать, что, во-первых, все, что делалось, было очень вкусно. Все, что делалось, было очень сытно. Для диабетиков, например, готовили отдельное питание. Я к чему это говорю? Что те люди, которые лежали, они это знают. Те, которые не лежали и пытаются что-то там домысливать, это пусть будет на их совести. Леонид Иванович, мне, кстати, врачи, с которыми я недавно беседовала, тоже по телефону, они просили, чтобы я передала зрителям, передала родственникам заболевших, чтобы они не несли в больницу передачи, потому что они сказали, что это отнимает у них много времени, сортировать, передавать, да, бегать по палатам, им очень тяжело, и сказали, что здесь настолько вкусно готовят, что мы тоже ничего Ира, не покупаем, мы все готов питаемся здесь. Даже я в этом плане грешен. Хотя все время звонил и говорил своим, ну не надо ничего присылать. Мы же часто недовольны здравоохранением, нашей Конечно. медициной, нашими врачами и так далее, и так далее. Но люди, которые пришли работать в госпиталь, они поменяли наше мнение, если не о всей медицине, а о всем здравоохранении, то о том, что все же у нас есть хорошие врачи и квалифицированные, и заботливые. Что новое в них вы себе открыли? Ну, я хочу, не знаю, насколько это громко звучит, самопожертвование. Ну, потому что каждый из них потенциально может заразиться. И вот заведующая, значит, отделением вот этой гудаутской инфекционной больницы на второй день заболела сама. У меня нет слов. У меня просто нет слов. Как человек, много проработавший в правительстве и знающий, в общем-то, проблемы нашей медицины и здравоохранения, вам не кажется, что вот эта кризисная пандемическая ситуация, она где-то и показала, что ситуация нас подводит к серьезным, мне так кажется, что это должно случиться, реформам? Другого варианта нет, но я, значит, без всякого чувства злорадства хочу сказать, что если в свое время не были бы приведены в порядок и та же республиканская больница, этот же Гудаутский госпиталь, да, вот в таком виде, в котором он есть сегодня, да. Я не представляю, что это было бы. Я не представляю, что это было бы. В принципе, этот задел, который был сделан, он нас выручил, спас ситуацию. Но этот задел был началом. Я просто сейчас не хочу в политику вдаваться, да, но мы же готовили тогда, значит, реформирование системы медицинского обеспечения в Абхазии. Были привлечены специалисты из Московского института головного Минздрава, они приезжали сюда, есть определенные наработки, все это можно будет поднять. Все это можно будет поднять. Конечно, наши возможности несоизмеримы с теми возможностями, которые, например, имеет город Москва. Я думаю, далеко не все, значит, регионы в России тоже такие возможности имеют. Но есть одно, есть понимание того, что есть у нас врачи, которые, ну, подвижники. Медсестры подвижницы. У меня других слов просто нет. Это ведь реально это чья-то жена, чья-то сестра, чья-то дочь, да?
которая, в общем-то, определенным образом рискует. Леонид Иванович, говорят, что очень часто рук не хватает. Многие вещи, которые приходится сегодня делать врачам и медсестрам, вообще-то могли бы делать и другие люди. И, конечно, возвращаясь к тому, что Ира говорили врачи, что нежелательно приносить еду, да? Я просто вспоминаю, как действительно это же внизу оставляется, а потом надо кому-то ходить по палатам, тому. И, в общем, мы сами создаем дополнительные сложности для персонала, заставляя их заниматься проблемами, которыми они не должны были заниматься. Но коль эту тему мы затронули, ролик там какая-то девушка, атакует президента и власть, градусник. Значит, я могу свою историю сказать. Когда я приехал туда, я никакого градусника не взял, это правда. И 4 или 5 суток, даже больше, наверное, пока в инфекционном самом этом корпусе, мне мерили температуру, проспиртовывая градусник, и давали. И уже когда я перебрался на обсервацию, я просто позвонил сыну младшему, сказал, привези. И он привез, это было гораздо проще, то есть я сам мог до прихода врача измерить свою температуру. Я не считаю, что это просто, если соразмерить с теми затратами, которые идут, Господи, если кому-то, наверное, было сложно приобрести градусник, наверное, надо было это сказать. Леонид Иванович, а как болезнь меняет людей, особенно на первом этапе, вы видели других пациентов, которые также с вами были в одной палате, да, поведение людей, насколько психологически они не адаптированы, да, к новому своему состоянию, и как они реагируют на болезнь? По-разному. Я просто 2 крайних примера приведу. Да, это ребята, которые ушли из этой жизни, о которых очень тяжело мне говорить, потому что это наши айтайровцы. Да. Так получилось, что Тимур Тортья до меня попал туда. Я, правда, не знал, что он там. Я потом на 2-й или 3-й день в реанимации услышал, что есть проблемы у парня по фамилии Тортья. Молодой парень, ему очень тяжело давалось это лечение, он там маски срывал, мне правда больно очень говорить, а там кислород надо обязательно, в реанимации, это просто спасение, а уже позже, когда меня из реанимации перевели в инфекционное отделение, по большой палате, где мы были, рядом со мной находился Лаврик Миколабе. Вы знаете этого человека. Конечно. Герой Абхазии. Просто у меня слов от Ира. И фактически 2 ночи мы были рядом. Наши койки стояли рядом, он сам, определил, там несколько человек заводили, он рядом со мной лег. И, внешне ничего не предвещало. Я помню, как Лаврик все время звонил супруге, звонил кому-то. Там он же начал работать, и ребята должны были получить зарплату, то есть человек жил, не понимая, какая угроза уже висела. Это была повседневная жизнь. Потом этот вес у Лаврика, он, к сожалению, не позволял ему делать то, что рекомендует всем. То есть там надо лежать на животе. Идеальная, поза, при которой лучше вентилируются легкие. Я сейчас не медик, но то, что постоянно требовали, заходя врачи, медсестры, на живот, ложитесь на живот, там были определенные сложности. К сожалению, случилось то, что случилось. Это просто ужасно. Я потому говорю, я просто хочу обратиться ко всем. Есть у вас эти симптомы, есть у вас признаки, да, которые описаны, которые не описаны. Не тяните вы с этим домашним лечением. Но сегодня мне пришлось выехать. Я, естественно, надел маску, надел перчатки, на меня смотрели как на неандертальца. Когда переживешь все это, да, ты на все смотришь по-другому. Люди шли, кроме меня 1 человек был в маске. Все остальные нет, и причем так на меня смотрели, те, которые меня знают. Значит, да, но не знают, через что я прошел. Мне кричать хотелось, люди, вы о чем думаете? Мы потом будем говорить черти что о медицине. Иногда правильно, иногда, наверное, нет. И в основном, наверное, нет в этой ситуации. Но почему мы сами не стараемся минимизировать возможные последствия? Почему это не доходит? Я просто, когда со мной случилось это, и мне сказали, что есть, да, проблема такая, у меня первая мысль была, Господи,
чтобы я никого не заразил. Ну да. Ну, получилось, что у меня супруга заболела, сестра заболела, дочка заболела. Это ужасная ситуация, я в нее никогда не попадал. Когда ты чувствуешь, что твоя некая безответственность приводит к тому, что приводит. И я просто обращаюсь к нашим гражданам, хочу сказать, ситуация зависит от всех нас. Мы сами должны делать для себя выводы. И мы сами должны стараться, чтобы минимизировать возможные издержки, возможные потери как для себя и для своих родных, особенно для людей в возрасте.